Так что вы готовы сделать для улучшения, для получения денег? Ваши действия. Значит, вот эти вопросы нужно себе задавать очень часто. Есть очень много людей, которые все знают. Они очень много книг прочитали, прошли сотни там онлайн-марафонов, курсов и так далее. Да? Даже ходили на семинары там с каким-то человеком, известным в этой области. Да? Но ничего этого в жизни почему-то не применяют. Знакомая ситуация? Почему? Потому что знать не важно. То есть это, конечно, важно, но это не главное. Главное что-то делать. На поведенческом уровне что-то делать. Есть люди, которые коллекционируют разные там системы похудания, да, вот просто вот они похудатели-теоретики. То есть теоретически они все про это знают, да, а на деле там как было 100 килограмм, так оно и остается почему-то, да. Вот. И важный вот шаг, когда вы все это узнали, когда вы там все проработали, свои там установки, страхи и так далее, важно начать что-то делать по-другому. Вот некоторые советуют, например, даже ходить каждый день новой дорогой домой. Вы же как ходите по одной дороге, да? А попробуйте пойти другой дорогой домой. Вот сегодня прямо вечером попробуйте это сделать. Для чего это делать? Не для того, чтобы там себе создавать какие-то неудобства, а для того, чтобы мозг свой шевелить и создавать себе новые нейронные связи и свои границы опять-таки расширять. И когда каждый раз вы делаете что-то новое, да, это вам помогает, ну, в том числе в отношении с деньгами тоже. Что вам нужно сделать для создания множественных источников дохода? Второй вопрос. Где вы можете найти полезную информацию по этому поводу? Какие именно шаги вам нужно предпринять, чтобы у вас расширился денежный поток? Вот запишите, сфотографируйте, да, и каждый день себе задавайте, ну не каждый день, ну когда есть время, подумайте о своих финансах, задавайте себе вот эти вопросы. И не только задавайте, а отвечайте на эти вопросы, да. И желательно очень подробно, там с картинками можно, четко себе представлять, где, как все это вот денежный поток свой увеличивать, да. И самое главное — это делать. Каждый день понемножку что-то делать для того, чтобы ваш денежный поток увеличивался. То есть если вы только будете знать, все у себя проанализировали, там, да, все книжки прочитали, да, но важно теперь начать что-то делать. Следующее. Так, расширяем границы возможностей. Вот сейчас подумайте, какую сумму вы желаете иметь в месяц, вот из того, что есть у вас сейчас, и вот прямо себе сейчас запишите, вот где хотите, ручкой или там в телефоне в заметках, или вот прямо циферку, цифру, которую вы хотите получать в месяц. Так, все записали? Так, до 100. Есть у нас такие? До 100 тысяч. Нет. 200. 300. Не бойтесь ваши границы раздвигать. Кто вам запрещает? Мы же мечтаем. Мечта, она должна быть большой. И она должна превратиться в цель. Важно испытывать при этом приятные чувства. Когда вашему телу и эмоционально вам приятно вот от того, что вы тратите деньги, которых пока у вас нет, вы себя сейчас программируете. Когда вам это неприятно, вы в это не верите, то вы можете себя таким образом блокировать. Очень важное эмоциональное состояние. Так, хорошо, дальше пойдем. Как вы думаете, богатые чем отличаются от бедных? Вот именно в мышлении. Не там покупками своими, да, в мышлении, что их отличает? Щедрые. Угу. Так, ну хорошо, давайте посмотрим. Значит, исследователи, что нам выдали? Следующий слайд. Ну, вот основные, какие были, значит, выявлены, да? Самый первый пункт угадали. Есть такая буква в этой таблице. Бедные считают, что богатство — это зло. Это вот про установки, да, нищета. Зло считают богатые. Бедные больше думают о других, нет личных границ. Больше думают о себе, охраняют личные границы. В прошлом году я ездила в Абхазию, обучалась гипнозу, и там я познакомилась со своей коллегой, она психолог и коуч, и она ведет онлайн-курсы, которые называются «Мышление миллионера».
Вот. И она сама миллионерша, то есть она на этом курсе зарабатывает миллионы по всей России, да, этот курс. И она говорила о том, что вот личные границы — это вот самое важное, над чем изначально нужно поработать. Что такое личные границы? Не впускаю. Еще. Ну, на самом деле это не только про мысли не впускаю, да, а вообще не впускаю в свои границы чего-то плохого, любого воздействия. Когда на меня хотят сесть и поехать, я этих людей не пускаю. Когда мне пытаются навязать там чувство вины, обиды, там еще что-то манипулировать, я не включаюсь в эту игру и не даю им манипулировать. Я прекрасно знаю, чего я хочу. И если мне пытаются сказать: иди там делай то, вот это не делай, и вот это тебе идет, а это тебе не идет, я на это тоже не ведусь, потому что я прекрасно знаю, кто я, какая я, что мне надо, что мне не надо и так далее. Да, вот это вот личные границы. У нас, у большинства людей, это опять-таки пережитки советского воспитания, там границ не было. Все должны быть как все. Никакой индивидуальности, никакой личности, да, все вот под одну гребенку, всех вот так расчесывали. Вот. И получается, что когда человек не ощущает свои границы, это раз, а во-вторых, он не защищает свои границы, вот все на нем сидят, едут, манипулируют им, используют его, он при этом это терпит, а иногда даже радуется и считает, что это вообще великое благо, что он помогает другим людям. А потом, когда ему что-то нужно, все от него отворачиваются, он получать-то не умеет, он умеет только отдавать. Вот. И в отношениях с деньгами очень важно чувствовать свои личные границы. Да? Что я хочу? Это моя цель или это цель моих родителей? Да, это мое желание или это желание моего партнера. Вот это очень важно, разграничивать себя от других и держать границы. Ну, например, когда хотят на вас повесить ответственность на работе, да, вам говорят: ты можешь остаться там, ну, доработать там после работы, ничего, но на выходные можешь прийти, на праздник можешь? Тогда ты говоришь: да, да, конечно. Ну и ты работаешь все выходные и праздники. Когда ты говоришь: нет, извините, я не могу, да, тогда один раз попросили, два раза попросили, на третий раз уже просить вас не буду. Вот. И она говорила, есть такие упражнения, которые она своим курсантам дает. Вот, да, моя коллега Алиса Матерова ее зовут. Она говорила, она заставляет их зайти в универсам, набрать полную тележку еды, ну вот обычно что они покупают, да, подойти к кассе, да, и это сделать в час пик, когда за тобой выстраивается там длинная очередь, да, и потом сказать: ой, извините, я тут, когда она там все это пробила, да, сказать: извините, я кое-что забыла, и отойти, да, и пойти в самый конец там этого супермаркета за какой-то вещью, не обращая внимания, да, на то, что тут все мотают головой, представляют дикую ситуацию. Это про личные границы, что если я так хочу, то вы подождете. Ну, это, конечно, очень агрессивная такая форма, да, но когда у человека нет личных границ, вот это помогает почувствовать, что если мне это надо, да, то я не буду подвигаться. Не по головам, а я не подвигаюсь, когда мне это надо. Когда я доставляю одни удобства другим людям, меня здесь нет. Я просто удобный человек. Мы не живем для того, чтобы быть удобными людьми, правда? Мы живем для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности. А быть удобным — это вот как раз вот здесь, да? Больше думать о других и нет личных границ.